В начале программы мы говорили о презентации книги «Сюнмэ Яшлык» Гульфизар Абдрахмановой. Заговорили об этом мы не случайно. Максим Александрович Сагидуллин, доцент кафедры общего языкознания Тюменского госуниверситета. У нас сегодня в гостях, и именно с нашим гостем мы поговорим о произведениях Гульфизара Абдрахмановой, вообще о ситуации в области литературы в нашей области в целом. Дело в том, что сибирско-татарская литература в нашей области достаточно активно развивается. Развиваются благодаря талантливым людям, которые пишут, не угасая, не угасает так, как названа эта книга «Сюнмэ Яшлык», «Сюнмэ Ижад», «Сюнмэ Кыш», можно сказать, да, чтобы не угасала молодость, жизнь, вдохновение и другие такие моменты, которые позволяют нашим поэтам и писателям творить на нашей земле. Одна из последних книг, родившихся здесь у нас в Тюмени, это книга Гульфизара Абдрахмановой «Сюнмэ Яшлык». Совершенно недавно прошла ее презентация. Вот. Гульфизар Абдрахманова радует нас своим творчеством уже давно. Читатели любят ее произведения, потому что они в тематическом плане очень разнообразны и очень близки менталитету сибирских татар. Наверняка у вас есть и любимое какое-то стихотворение Гульфизара из последней книги. На самом деле любимых их много, наверное. Да, конечно. Нельзя сказать, что вот какое-то вот одно нравится, но вот одно наиболее запоминающееся, вот лично мне, но я думаю, что другим читателям, потому что оно близко мировосприятию сибирских татар, которые живут и жили в согласии с природой. «Эйдан дуслар» называется стихотворение. «Эйдан дуслар, без барайык табигат кушагына, яшайышны ушатайык ахират жумахына. Кушлар моңын сіндірәйік юраклар дулқынына, урман жырлары кушылсын жаннарның ялқынына. Біз табигат балалары, үйренік ләззәт табып, әзірәк тәгәрәшіп алыйық яшіл ширемге ауып. Алсу иртәләр каршылык, йокыдан иртә торып, сандугачылар моңын тыңлыйк, йөрәккә моңын салып. Кстати, я догадалась, почему оно вам больше всего приглянулось, потому что оно с элементами, да, сибирско-татарского языка. Это стихотворение, да, с элементами, да, с грамматическими формами сибирско-татарского, хотя написано на татарском литературном. Нужно сказать, что сибирско-татарская литература у нас функционирует на 3 языках, на русском, татарском и сибирско-татарском. Вот, и в последнее время очень, не сказать, что очень активно, но плодотворно пишут авторы, стали писать на родном сибирско-татарском языке. И мы тому свидетели, вышли книги на этом языке, на нашем родном языке. Это у нас и Клара Покучковская, первооткрывательница, так можно сказать. Основоположник сибирско-татарской поэзии. Первая ее книга — это вот «Айтькам Килятте», 2010 год, вышла в Тюмени. Вторая, 2011, «Цеил Маганацак». Вот. И совершенно недавно, буквально позавчера, из типографии забрали книгу Алтын Сагыш поэтессы, певицы, композитора Муниры Хуснуддиновой. Буквально позавчера ее забрали из типографии, эту книгу, и позавчера же прошла презентация книги и диска. Вы как ценитель и знаток литературы в целом нашей, на литературном казанском языке, вот какое место занимают наши местные поэты вот в этом литературном пространстве? Как вы думаете, каково наше будущее? Я думаю, что наше будущее... Я, конечно, возможно, очень наивен в этом плане, но наше будущее, конечно, не радужно, но, я думаю, оно перспективно, поскольку идут процессы, которые подвигают к развитию сибирско-татарского языка и сибирско-татарской литературы на сибирско-татарском языке. На самом деле, через 20-30 лет, если деревни все исчезнут, то исчезнет и сибирско-татарский язык, и мы не должны этого допустить, мы должны его нормировать, мы должны на нем писать, мы должны на нем обучать. Отправной точкой для
сибирских татар являются ежегодно проводимые научно-практические конференции «Сулеймановские чтения». Вышел альманах, Сибир-татар Эдаби альманах, сибирско-татарский литературный альманах, который издан от лица Союза сибирско-татарских писателей. Он вышел благодаря стараниям Фарида и Фариды Ермышевых, Бахтияра Ураловича Агишева. Здесь собраны воспоминания о Булате Сулейманове, здесь собраны его произведения. К вопросу о развитии нашего языка, опять же, к сулеймановским чтениям получилось так, что за 2 дня до сулеймановских чтений пришла из Америки весть, что Международный центр стандартизации присвоил нашему языку код СТЙ. Этот код стандартизации всем языкам присваивается. В завершении хочется прочитать замечательное стихотворение Клары Кучковской, которое не то что в назидание, но как совет людям звучит. Әйткім келеті, хочу сказать. Әй туғаннар, әйткім келеті, ғұмырлар ғысқа еген қой, қауып етем дүнияны деп йөгерү юққа еген қой. Әй туғаннар, әйткім келеті, ялғышу оңай игенті, аңнамай әйткән сүзләр көктәге турғай игенті. Әй туғаннар, әйткім келеті, сабырлық кәрәк иген, туыс туғаннар белән булсаң, дөнья түгәрәк иген. Әй туғаннар, әйткім келеті, уйнап көліп біләйік, оңта султа тушман түгел, туслар күрә беләйік. Это программное стихотворение, да, получается? Вот замечательное завершение нашей сегодняшней встречи и беседы, Максим Александрович. Спасибо большое. Спасибо. Было приятно. Бүгінгі шоу тапшыру біз тәмам. Келесі атнада көрішербіз, иншаллах. Сау болыңыз.